Уважаемые наши соотечественники, я прекрасно знаю ваше положение. И ту борьбу, которую я проводил длительное время, это была защита вас и не вашей семьи. Именно я всегда говорил об одном, что рабство неприемлемо для нынешних государств, в частности стран СНГ. В связи с обращением граждан в мой адрес, длительное время находятся в различных аэропортах российского государства, они являются гражданами Таджикистана, они являются нашими соотечественниками. Более 28 лет и граждане принесли большую прибыль для нашего государства. Они именно являются главными лидерами сегодня, чтобы был в Таджикистане стабильность, и, соответственно, их дети и семьи были прокормлены и обеспечены были продуктами. И немало выигрыша с этого имело государственные банки Таджикистана. Сегодня они нуждаются в помощи государства. Я думаю, в первую очередь помощь должна произойти и со стороны господина президента, господина Эмомали Рахмона. Наши граждане, практически они находятся в положении, ищут себе защиту. Они хотят быстрее возвращаться на родину. самолет روی کالیستان که самолет به پول رفته از دیگه دولت مردم شکلی آمده است. دولت ما بلیط داره. 26000 بلیط گرفتیم یا 11000 دا. 26000 30000 این میگن قرآن نپره اینا میگن چی میگن یگان چی نمیپره این مردم چیکار کنند این دولت درسته هر سالی 3000 بلیط برام کسان هر سالی بلیط 3000 بلند میکنن فروخته سان یا اون کچورا نمیبینن برای 100 تا توجیه 1000 میلیون آدم سویبی میکنن توجیه که سویبی نکشن Дыйын суткай дар инҷа хован мардин дар аэропорт гишна оташна ягон кас ягон чора намебинам. Илтимос ҳамин видеообращение расони ба ҳакиматдорои Тоҷикистон. Инҷа мардум ду рӯзид гишна оташна инҷа хован дар аэропорти Шереметов. Рейс ҳаста, фақат рейс аст 40000 ягон инсон пул надорад равад. Гишна оташна ховем. Посольствои Тоҷикистон занг мезанем, ягон инсон ҷавоб наметавонад. Уважаемые соотечественники, с учетом ваших обращений и заявлений, я обращаюсь к господину президенту Эмомали Рахмону. Уважаемый господин президент, положение труда иммигрантов Таджикистана после событий, которые связаны с коронавирусом, стало намного тяжелее и требует вашего вмешательства. Именно ваше вмешательство может даст шанс нашим гражданам быстрейшее возвращение к своим женам, детям и родителям. Мы видим, что более 3 суток наши граждане в различных аэропортах, в частности в городе Москве и за его пределами, люди просто прибывшие хотели вылететь в Таджикистан, рейсы, соответственно, были сняты. Мы прекрасно понимаем, что запрет по отношению вылета в Таджикистан происходил со стороны и российского государства. Я думаю, что авиакомпании Таджикистана, те министерства, которые подчиняются лично вам, господин президент, то должны вылететь и привести наших граждан на территорию Таджикистана. Обращаюсь также к дипломатическому корпусу Таджикистана в России. Уважаемый Эмомали Саторович, более 6 лет вы являетесь послом Таджикистана в России. Я прекрасно знаю, вы человек способный решать даже в таких трудных ситуациях вопросы, связанные с нашими гражданами. Попросил бы вас лично, именно где находятся наши граждане в аэропортах, там должна круглосуточно вместе с ними находиться представители дипкорпуса и представители миграционной службы Таджикистана. Люди должны быть обеспеченными обедами и ужинами. То, что делают наши соседи государства Узбекистана. Граждане в своем жалобе пишут, тут цены на авиабилетов практически подняли до 50 000 рублей российских. Мы знаем, что постоянно между представителями авиакомпаний и граждане трудоиммигранты действуют отдельные лица, как называем их посредниками. Если будут представители дипломатического корпуса и представители миграционной службы Таджикистана
во всех аэропортах, где находятся наши граждане, в частности, где продается авиабилетов, то их участие и присутствие не даст возможность посредникам заниматься вопросами купли-продажи билетами. Даже по прибытии наших граждан обеспечить им карантин, убедиться, что эти люди должны быть здоровыми, после того должны возвращаться к себе, к членам семьи. Как руководитель общероссийского общественного движения таджикских труда и мигрантов, глава таджикской диаспоры в России, обращаюсь также к странам СНГ, к председателю исполкома господину Лебедеву. Вы должны в данный момент помочь странам СНГ. Попросил бы вас с целью возможности решения ряда вопросов, особенно касаемыми трудовыми мигрантами и гражданами, находящимися на территории России, помочь в их возвращении на территорию сугубо их государства. Это касается всеми членами объединенных стран СНГ. Я хочу также обращаться к руководству российского государства. После распада советского государства были созданы несколько блоков, в том числе военный блок ОДКБ, в том числе, соответственно, сотрудничество, связанное с СНГ, и, соответственно, экономический, евроазиатский и ШОС. Давайте заглянем назад. С какой целью они были созданы? Вот сегодня должны они показать свою правдивость и свое решение, каким образом будут они помогать именно на постпространстве СНГ, каким-то образом решать этот трудный вопрос. رفتم با غریبی ها دل افکار شدم محتاج در خانه پولدار شدم دور از وطن و مادر غمخوار شدم ارکی و چه بودم و خار شدم این حال همه ما غریبا ایرپورت بونو که در قرار داریم بریم سوتکه یکی شبانه روزی اینم خیلی خوبیم اما نان ما اینه اگر امکانی باشه یکم چی دستگیری ممکنم بگذار گدا باشم در خاک وطن باشم نان گدایی را با کلم میگیریم ملک مسافری را نه